Называется «Доброе утро». Я, конечно, слышал, что такое случается, но не думал, что со мной произойдет. Вот ночью что-то прорвало, не знаю, трубу, и у меня все залило жестко все. Ну, не знаю, насколько жестко. Сейчас топором надо будет это все откалывать. Вот этот... ну он не глубоко, слава богу. Хорошо, я не сильно натянул вниз. Ну вот, короче, машину мне сейчас не расчехлить. Нифига. Здесь. Ё-моё. Ну, еще не сильно, слава богу. Можно еще что-то сделать. Ну, а здесь уже все. Там печка у меня стоит. Сейчас за 40 температура. На пару часов вот так вот запускаю, чтобы там отогреть. Ну, это все Toyota. Я не хотел ее в такой мороз эксплуатировать. Может, я не поеду никуда на ней. Но хочу отогреть, чтобы аккумулятор снять. И уже пускай зимует. Еще трубу заморозила. Сразу не увидел. Ну, более-менее. Вроде еще не сильно схватило. Ага. Так, а здесь у нас как дела обстоят. Этот тент не повредить бы. Небольшой кусочек. Нормально. Колеса еще примерзли. Да. Еще непонятно, что с резиной. Походу, двигаться не стоит. Здесь вот все глубоко. Блин. Вот за это я и полюбил Якутию. За ее трудности проживания. За такие вот интересные моменты, с которыми, в принципе, я справлюсь. Что, вариантов у меня нет. Но зато будет что рассказать. А это самое ценное. Интересные истории, память. Вот тут глубоко как походу ушло. Колеса там, похоже, тоже. Ага. Ой-ой-ой. Потихоньку процесс идет. Остался вот тут угол, самый такой глубокий. Вот это место самое утонуло. Задняя часть. Остальное все, в принципе, вытащил нормально. Все, тент на свободе. Правда, здесь толстый лед вот снизу прям пропитано. Мне даже, мне кажется, его с ним даже не закрутить будет. Сейчас домой отнесу, посушу. Вот так вот. Такое вот веселье в Якутии. Прикольно. Вот она, якутская красота. Это, оказывается, такая методика чистки двора заледеневшего. Вот он так вот бороздами уже часа 2 работает, туда-сюда ходит, а потом, наверное, счищать будет ковшом. Ну вот, двор очистили. А я, похоже, попал в капкан. Потому что колеса, все 4 колеса у меня вмерзли. Ну, я сбоку чуть отколотил, но это совсем малая часть. Изнутри не знаю, как подобраться. И по идее сейчас, если начну трогаться, мне тут поотрывает все резина. Ну не знаю, я с этим никогда не сталкивался, и вот мне что-то, мне кажется, я просто все это оторву. Ну я буду пробовать еще, подолблю сколько смогу, а там не знаю. Не знаю. Мирлан подъехал на подмогу. Хотя бы глянуть, что мне как вот с супругой. Все 4, да? Да, та сторона поглубже сидит. Да, это поглубже заметно. Да, Игорь. Попадос, да? Ну нормально. Я думаю, я его выдерну. Выдернешь? Хотя бы одно колесо. Да, блин, ну тебя нафиг. Аккуратнее тут. Я бы еще поработал бы топориком, ломиком, по максимуму подколоть здесь. Мне сейчас не горит ехать никуда, если честно, а резину мне жалко. Нет, ты тронуть это все равно не сможешь, потому что этот коробка, редуктор, нагрузка будет. Да? Попробовать надо его сейчас зацепить его один раз. По чуть-чуть?
Что-то стрёмно. Потом поедешь немножко, бэнг-бэнг-бэнг-бэнг. Ну, это ерунда, да? Это, да? Думаешь, попробовать дернуть? Да. Резину не оторвем? Ну, резину-то не оторвем, конечно. Не оторвем? Нет. Ну, за само колесо надо зацепить, попробовать. А так надо это, не торопясь, надо вот так отколупать. Ну, есть монтажка? Нет, у меня вот ничего нету, кроме топорика. Нужно... Монтажка вот так поставить и так да, я так и хотел. Вот так, вот да. так. Тогда вот это ударное делаешь, ты можешь в резину попасть и ну, тогда уж точно не поедешь. Надо аккуратненько. Ну, короче. Ну, пока пробуем. Ладно, спасибо, что позвонил. Пока пробуем, там дальше, если что, в группе напишу, что получается. Давай. В общем, контент пришел откуда не ждали. Как говорится, сидел дома, работал с фильмом и на тебе. Ну, зато, похоже, получается ролик. Так что будет чем поделиться в ближайшее время. Надеюсь, все закончится успешно. И будет, на самом деле, как выяснилось, мало кто в Якутии попадает в такие ситуации. И вот мне повезло. Так что вот я фартовый. Сказочный ель. Проходит. Колесо. Ну, она только край оторвала. Да. Или там она не так глубоко, да, наверное? Да, вот видишь, она колесо промялось. Оно промятое, поэтому кажется. У тебя тут уже лужа была, значит. Просто ты неудачное место нашел машину ставить. Не-не, я ставил-то лед был. Ну, снег, лед. Ну, лед. Это ночью сегодня пробило. Затекло все. Думаешь? Я так думаю, что я выдерну его. Да она же жестко прилипшая еще. Вот, смотри, какая площадь прилипшая. Оно прям жестко. Ну попробуем. Может контент снимать? Ага, контент, как меня. Колесо оторвал. Как оторвало резину просто, да? Колесо оторвем, кусок просмотров будет. Да, не надо мне этого. Я так сильно не гонюсь за просмотрами. Вот Мирлан. YouTube не ведет, но ведет Instagram. Подписывайтесь, он тоже путешествует. С Богданом, кстати, путешествует. Тоже с ним собирается в экспедиции. Так что у него там очень интересно. Вот так ты думаешь, да, сделать? Да, за само колесо, если мы сейчас, я так натяг попробую, дергать не буду. Если это отлупится, не отлупится. Если отлупится, да, этот, по отдельности каждое колесо попробую. Вообще не должно ничего случиться. Но она это сыграет, если что, да? Колесо, считай, всю машину же таскает. Надо попробовать смотреть, она это сейчас. Главное, что выпить. Не знаю, я вот не уверен, но Мирлан говорит, попробуем. Тихонечко. Тихонько. Да не, она будет играть же, как она? О. Ух ты. Вышло. Оказывается. Круто. И покатайся по городу. Ну, хотя бы тут. Да? Тогда вот этот лед скинется, резину прогреешь. Нормально все, будет. да? Конечно. Блин, Мирлан, красавчик. Спасибо. Феном. Я думал, сейчас мне неделю с этим возиться. Вот же она такая структура, его надо. Ну, в основном, как бы долбить его надо. А когда оторвалась тоже, ты говоришь, да? Вот. На память не нужно. Да? Я могу тебя еще чуть-чуть протащить, если ты не уверен. Нет. Да, смотри, там снимай, я сейчас попробую. Давай тихонько. Ну, как будто бы... Тихо. Все? Смотри, видишь? Все оторвалось, все нормально. Сейчас чуть-чуть поездишь, вот это все отлетит. Отлетит, да? Покататься? Ну, супер, Мирлан, спасибо. Вот, видишь, все нормально. Выручил ты меня, конечно, красавчик. С той стороны вообще она почти что не примёрзла. Вот она, наверху льда стоит. Вот, да, вот. А ты смотри, где мимо. А я вот долбил, сука, вниз.
Ну все. Ты в баню придешь, скажешь, на помощь. Давай. Машину. Да. Занеси это одеяло. Сейчас я занесу, да, и покатаюсь. Или есть эти услуги сушки. Да, кстати, слышал, да. Ну я дома посушу, наверное. Смотрю. Просто эти края потом в машину коптят будут. Ладно? Ну давай, Не спасибо. замерзай. Перчатки. Спасибо. Спасибо, давай. Да, в городе туман. Ну, в принципе, я вот не ощущаю льда никакого на колесах. Все нормально. Сейчас заодно заеду к друзьям в гости. Вот к Джолустану хотел давно заскочить. И вот повод прокатиться. Выбрался, называется, из дома. Так, сейчас, конечно же, наверное, роликов будет у меня меньше. Делаю фильм, я думаю, вы знаете. И, ну, реально, это такой большой объем работы. Но идет, работа идет. Хочется сделать что-то особенное. В разы лучше, чем первая часть. Я вот так буду стараться обязательно. Думаю, все получится. Надо только время. Возможно, до весны, также до марта буду сидеть. Но все свое внимание направил сейчас именно туда. Именно на фильм. Но какие-то маленькие видео можно делать, поэтому вот что-то сейчас сделаем. Вот, дотащил тент. Сейчас вот, если делать самые такие жесткие куски, они же потекут, я поэтому их пока вот сейчас в ванной. А потом на кухне просто газовую плиту включу, жару устрою Ташкент и просушу. Есть специальные, конечно, места, где сушат тенты, но это надо на ночь оставлять, потом за ним приезжать. Я просто завтра не смогу уехать. Мороз же, мне он нужен завтра будет, чтобы куда-то поехать. Так что пускай здесь дома. Ну и финальный процесс просушки. Жара на кухне. Ну и напоследок хочу пригласить вас в свою творческую студию. Для тех, кто не в курсе, я сейчас делаю вторую часть фильма «Кочевники Ледовитого океана», про нашу арктическую экспедицию, которая прошла в 2 этапа. Фильм по первому этапу, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Оставлю здесь в конце видео ссылку. Это была моя первая работа, мой первый фильм. И вот на основании этого полученного опыта, нового для меня, сейчас делаю вторую часть. Соответственно, хочу сделать ее, конечно же, лучше, учитывая те навыки, которые я приобрел за это время. Ну и, в принципе, вот мотивация у меня сейчас достаточно высокая. Пока озвучку делаю, черновой вариант, потом уже где-то шумоизоляционное помещение найду, это в самом конце буду озвучивать. Сейчас пока главное смонтировать, работа потихоньку идет. Вот. Главное, чтобы хватило времени. Это непростой процесс, действительно объем просто колоссальной работы. Опять делаю все сам, один. Видимо, мне так больше нравится, но из-за этого все так не быстро, конечно. Поэтому вот сейчас просто времена непростые, и сложно что-то прогнозировать, какое-то даже свое ближайшее будущее. Я думаю, я это прекрасно понимаю. И, тем не менее, если об этом думать, то ничего не сделаешь. Поэтому так я все мысли отбросил, сижу, спокойно работаю. Сколько времени потребуется? Я не знаю реально, сколько времени потребуется. Я стремлюсь сделать как бы не быстро, а качественно. Поэтому, может быть, это опять к весне, к марту. Главное, чтобы вот была возможность все доделать. Сделаю фильм, то есть это такая для меня задача приоритетная, которая вот что-то хочется оставить такое, возможно, даже в истории кинематографа. Я-то амбициозные планы, на самом деле, на него ставлю. От этого зависит то, сейчас его еще нет, по сути. То есть работа только начата. Но я верю, что получится что-то хорошее. Вот это себе посыл в будущее. В кинотеатре даже хотелось бы показать. Как минимум презентацию, конечно же. Может быть, даже в прокате. Посмотрим, как все сложится. Главное, чтобы просто была возможность сейчас спокойно выполнить эту задачу. Вот такие дела. А там дальше уже будем действовать по ситуации. Все, давайте. Всем счастливо.